Всем салям алейкум рахматуллахи баракатуху. Всех рад вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Хотел бы несколько наставлений дать. Во-первых, хотел поблагодарить сегодняшних организаторов. Считаю, что данные мероприятия, они очень важны. Мы с вами собираемся, мы с вами общаемся, и мы с вами вспоминаем нашу традицию, нашу культуру, наш язык. Это в условиях мегаполиса, это очень важно и очень ценно. Хотел бы также поблагодарить, что сегодняшняя наша встреча, она начинается именно с того, что мы сами вспоминаем Всевышнего. Как вы знаете, татарская идентичность, она состоит из трех вещей. Первое – это язык, второе – это традиция, и третье – это наша с вами религия. То есть невозможно говорить о нашей идентичности без увязки с религией, без религиозности, так как религия, духовность, набожность – это наша традиция и, скажем так, это наша история. Я сам татарин, нижегородский татарин, село Рыбушкино. У меня мама с Рыбушкина, а папа у меня с Семеновки. И я очень хорошо помню, как в детстве, когда мне еще было, наверное, лет 7, первый, кто заложил, эти ростки веры в моем сердце, это был мой дедушка. Я очень хорошо помню, как он меня взял за руки, мне тогда было 7 лет, и сказал, повел меня в мечеть. И, скажем так, оттуда начался мой путь. Затем я свое религиозное образование уже продолжил здесь, в Москве, начал ходить в медресе. После этого уехал в Каир, там получил высшее религиозное образование. И сейчас уже дедушки нет, и я всегда вспоминаю его и благодарю Всевышнего, что в какой-то мере он проложил этот путь. И даже помню, все мы были когда-то детьми, и дети, они зачастую очень любят свободу, любят играть, а тут нужно днем идти в мечеть. И я очень хорошо помню, даже мой дедушка, он всегда говорил моей маме, у нас семья очень большая, у моего бабушки и дедушки было 11 детей, и, соответственно, внуки, правнуки, очень большая семья. И он всегда говорил моей маме, найди Ильяса, сейчас полуденная молитва Зухар, Юля намаз, надо его привести домой, надо, чтобы он взял омовение, и мы с ним вместе пошли в мечеть. Я даже помню, говорю, мам, хочется гулять, хочется говорит, это улем, это Бабакай сказал, его ослушаться нельзя. И прошли года, и я сейчас вспоминаю этот миг, вспоминаю это время, и действительно благодарю Всевышнего, благодарю своего дедушку, что он когда-то все-таки взял меня за руку, привел в мечеть, и отсюда начался мой путь. Поэтому духовность и национальность – это одно единое целое. И без духовности невозможно обрести счастье в этом мире.
Я сам преподаю и своим ученикам очень часто говорю, что если человек хочет быть счастливым в этом мире, то он должен постараться в себе объединить две составляющие. То есть это мирское и вечное. Да, то есть можно человека, его образно сравнить с птицей. С птицей, у которой два крыла. Птица, она никогда не сможет взлететь на одном крыле. Никогда. Точно так же и человек. Если он хочет быть счастливым в этой жизни и хочет также обрести счастье в вечности, он должен постараться объединить мирское и объединить также вечное. Наша с вами религия, она нас учит тому, чтобы человек, он был активен в этом мире. Он должен ставить перед собой высокие цели. Он должен стараться достигать этих целей. Он должен быть социальным человеком. Он должен приносить пользу тому обществу, в котором он живет. Но в то же время он не должен забывать и о Всевышнем. Он не должен забывать о своем предназначении. Он должен чаще задавать себе вопрос, зачем я пришел в этот мир? В чем цель моего существования? Куда я иду? Куда я приду? Вот эти вопросы каждый человек должен себе задавать. И наша с вами религия, она дает ответ на этот вопрос. Всевышний Творец, любой разумный человек прекрасно понимает и осознает, что этот мир имеет своего Творца и Создателя. То есть все то, что нас окружает, да, у этого всего есть тот, кто это создал и сотворил. И это тот, кто обладает неописуемой мощью. Это Творец и Создатель всего и вся. Все мы в школе изучали биологию, химию, физику. Даже помните, по биологии тоже нам говорили о том, что в нашей атмосфере 21% кислорода. И представьте себе, если бы этот процент был чуть выше, допустим, 21,5 или 22, например, да, что бы произошло? Что было бы с человеком и с растительным животным миром? Все бы умерло. Солнце. То есть настолько, Всевышний Аллах, настолько точно Он установил Солнце, что если бы оно буквально на несколько градусов приблизилось бы к Земле, то все бы сгорело. И наоборот, если Солнце буквально на несколько градусов, да, отдалилось бы от Земли, то все бы замерзло. То есть насколько Всевышний Творец, Создатель, Он точно все установил. И в Коране Всевышний нам об этом говорит, что Всевышний Творец, Он тот, кто сотворил этот мир, сделал его идеальным, максимально пригодным для человека. И сотворив все это, сотворив человека, Всевышний, Он на протяжении всего этого времени, да, начиная с появления Земли, Он отправлял пророков и посланников. И как мы знаем, первый человек на Земле и первый пророк был Адам. А последним и заключительным пророком является наш пророк Мухаммад. Всевышний Аллах через нашего пророка, Он дал священную книгу, да, священный Коран. И Он нам сказал в этой книге, в священном Коране, что нужно для того, чтобы человек, он был счастлив в этом мире и в вечности. А сказал Он, что вам, людям, верующим людям, нужно соблюдать 4 вещи. Все мы на самом деле знаем об этом. Первое, это молитва. То есть молитва это стержень. То есть невозможно представить духовность без молитвы.
То есть, если в жизни человека нет молитвы, то в этом случае говорить о том, что этот человек является духовным, ну, это сложно. Молитва – это стержень, это опора. И Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, Он хочет, чтобы мы Ему были благодарны. То есть, за все то, что Он нам дал, вот даже вот это вот, скажем так, изобилие, вот то, что лежит на столе, да, все это является творением Всевышнего. Он хочет, чтобы мы были Ему благодарны. И первое, что Он нам говорит, выстаивайте молитву. Вот я религиозно практикующий человек. Я намаз совершаю с 14 лет примерно, да, ну, 14-15 лет. И могу вам с уверенностью сказать, что на молитву, вот Всевышний дал нам 24 часа. Если посчитать, сколько времени человек он выделяет молитвы, то, поверьте, это не больше получаса. То есть Всевышний нам дал 24 часа, дал нам столько благ и говорит: послушай, вот 23 часа с половиной это твое. Ну, все, что хочешь, то и делай. Да? А вот полчаса из 24 это мое. Будьте благодарен мне, да, вот даже в Коране Всевышний говорит: если вы будете благодарны, я вам еще больше дам. То есть молитва – это благодарность Богу за то, что Он дал тебе. Всевышний говорит: вот полчаса времени ты выдели для меня. Выдели для меня. Возьмите, например, следующий столб религии, да, это закят. Вот закят, он обязателен для богатых людей. То есть, если человек не богатый, в этом случае он закят не должен выплачивать. Ну, что такое закят? Закят – это обязательный налог, который верующий человек, он отчисляет в пользу неимущих и бедных людей. Знаете, какая сумма? Вот в этом году закят выплачивается, вот если у человека есть 750 тысяч рублей, это на самом деле большая сумма, 750, эта сумма у него лежит, вот просто лежит, хранится, да? Вот из этой суммы он выплачивает 2,5%. Вот 2,5% это вообще ни о чем. То есть раз в год из этой суммы выплатить 2,5%, передать бедным и нуждающимся людям, это то, что Всевышний от нас просит и требует. Если у тебя этой суммы нет этой суммы, да, в этом случае ты не обязан выплачивать. Возьмите также, например, хадж. Является обязательным для людей, которые имеют возможность поехать в хадж, да, финансовые возможности имеют. И хадж, он обязателен буквально один раз в жизни. Один раз в жизни. Если у тебя есть возможности, один раз в жизни совершить хадж. И пост месяц Рамадан. 1 месяц из 12 месяцев Всевышний Он требует от нас, чтобы мы соблюдали пост. Вот есть такое высказывание нашего пророка. Однажды вот один из подвижников к нему пришел и сказал: вот, посланник Всевышний, если я буду только это выполнять, вот буду молитву совершать, буду пост соблюдать, буду хадж 1 раз сделаю, и закят буду 1 раз в году выплачивать, достаточно ли этого будет? Он говорит, наш пророк, знаете, что сказал? Он сказал: если ты это будешь делать, этого будет достаточно, и ты войдешь в рай. То есть не нужно ничего такого сверхъестественного делать. Вот только совершай молитву 5-кратную, да, из 24 часов полчаса выдели Всевышнему, хотя бы раз в жизни соверши хадж. Если у тебя есть возможность, да, 1 раз в году там 2,5% выдели, там, я не знаю, сколько это сейчас, тысяч, наверное, 20 просто выдели на благотворительность. И каждый год 1 месяц соблюдай пост. Если ты это будешь делать, все, во-первых, ты будешь счастлив в этом мире, потому что если человек вспоминает Всевышнего, да, вот в этой жизни, то Всевышний, он обязательно будет помнить его. Даже тоже есть такое, вот есть такое высказывание нашего пророка. Он сказал, что если человек помнит Бога, то есть вспоминает о Боге, то есть не то, когда вот у него какие-то проблемы, он идет в мечеть,
чтобы там мулла почитал ему там катем, да? Нет, то есть все время. Когда ты, как говорится, в радости и в печали, все время помнишь, вспоминаешь о Всевышнем. Да? То есть если человек всегда помнит о Всевышнем, то Всевышний всегда будет помнить о нем. То есть он всегда будет помогать ему всегда будет сопутствовать успех. И в вечности такой человек, он заслужит рая, да, и прощения всех своих грехов. На самом деле, вот это великое благо, и возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, давайте постараемся все-таки вот объединить эти две составляющие. Да, то есть мирское, то есть, как, скажем так, стараться, ставя цели, достигать их, да, то есть быть, скажем так, успешным человеком. И не забывать также о Всевышнем, не забывать о нашем Творце и Создателе, да, не забывать о том, чтобы прививать в себе духовно-нравственные ценности. И вот, наверное, последнее, что хотел сказать. Я убежден в том, что наши предки, наши бабушки и дедушки, они выдающиеся люди. А знаете почему? Потому что они смогли донести до нас, вот до сегодняшней молодежи, да, вот вы сейчас сидите, я вот как мулла, скажем так, перед вами говорю о религии, они смогли через вот этот вот период атеистический, да, очень сложный, когда на самом деле мул просто брали, убивали, когда запрещали религию, запрещали пост, да, то есть, ну, скажем так, поспрашивайте, да, вот у своих родителей об этом времени, об этом очень сложном, трудном периоде, да, и они смогли вот эту духовность, религию, да, пронести через вот этот сложный период времени и донести его до нас. И вот задайте себе вопрос, сможем ли мы с вами дальше это пронести и донести следующему поколению, вашим детям, внукам, правнукам. Если мы это сделать не сможем, то в этом случае вот эти все усилия наших бабушек и дедушек, они на самом деле, получается, были напрасны. Они были напрасны. То есть они пронесли, а мы не подхватили эту эстафету. Мы дальше это не донесли следующему поколению. И я даже помню, вот как-то мне мама рассказывала, когда, говорит, ну вот месяц Рамадан был, нас прям заставляли нас кушать, чтобы мы не соблюдали пост. Но все равно даже вот в этих условиях мы старались соблюдать пост. Мы скрывали, что мы постимся. Священный Коран, мы его там укрывали, там, скрывали, там, да, чтобы, ну, не дай Бог, там, да, обнаружили, чтобы не было потом таких проблем. То есть были определенные сложности и трудности, через которые на самом деле проходили. Но мы через эти трудности не проходим. Мы через эти трудности не проходим. И это тоже, на самом деле, вот огромная милость Всевышнего. Поэтому призываю всех нас задуматься над этим. Задуматься над тем, чтобы вот эту духовность, религию, набожность дальше передать следующему. Взяв эту эстафету у наших дедушек и бабушек, передать ее следующему поколению.